Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске завершено расследование дела о фальшивомонетчиках. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Обвинительное заключение утверждено в отношении 2 мужчин и 1 женщины. Они обвиняются в хранении и перевозке поддельных банковских билетов Центробанка России. По версии следствия, у одного из обвиняемых было не менее 249 поддельных банкнот номиналом 5000 каждая, это более 1 000 000 рублей. Хранил он их в металлическом гараже и собирался сбыть. Он сговорился со своим знакомым и передал ему 100 поддельных купюр, которые последний хранил у себя дома. Он привлек к реализации планов по их сбыту свою бывшую супругу и еще одного знакомого. В декабре 2018 и январе 2019 года они реализовали не менее 100 фальшивых банкнот, расплачиваясь ими за приобретенный товар в магазинах Якутска и Жатая. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых в связи с заключением им досудебного соглашения выделено в отдельное производство и находится на стадии судебного рассмотрения. В Сунтарском районе мать 6 детей предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как сообщает прокуратура республики, 39-летняя местная жительница уже 7 раз привлекалась за это к административной ответственности. Также она неоднократно привлекалась за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Злоупотребляя алкоголем, женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала их сезонной одеждой и школьными принадлежностями. Из-за систематического отсутствия ее дома дети неоднократно поступали в Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. При выезде с ребенком с ограниченными возможностями здоровья на обследование в Якутск, он, несмотря на то, что его заболевание предусматривает наличие постоянного внимания и ухода, был оставлен ею в лечебном учреждении без указания своих координат и злоупотреблением в дальнейшем спиртным. Прокуратура района при выявлении факта длительного неисполнения обвиняемой своих родительских обязанностей и непринятия в связи с этим органами профилактики должных мер внесены представления в адрес образовательных учреждений, органа опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН отдела МВД России по Сунтарскому району. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь. В том числе по заявлению органа опеки и попечительства женщина лишена родительских прав, дети переданы на воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. Уголовное дело в отношении женщины в настоящее время находится на рассмотрении суда. В Верхневилюйске осудили 2 ранее судимых мужчин, обокравших работников, производивших ремонт дорожного полотна дороги Вилюй. Прокуратура региона сообщает, что подсудимые, воспользовавшись отсутствием работников дорожной организации, найденным металлическим ломом взломали окна и двери 11 вагончиков, из которых украли имущество на общую сумму около 200 тысяч рублей. Подсудимые не признали вину и выдвигали различные версии своей непричастности к этому преступлению. Но государственным обвинителям суду представлены неопровержимые доказательства их виновности. И по результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил им наказание в виде 3 и 2,5 лет в колонии строгого режима. В Удачном 2 иностранцев осудили за дачу ложных показаний. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Подсудимые были свидетелями по уголовному делу в отношении мужчины, которого осудили за фиктивную постановку на учет. При рассмотрении этого дела подсудимые дали суду ложные показания о его невиновности. Однако его вина была доказана. Лжесвидетелей приговорили к штрафам и обязательным работам. Продажа наушников обошлась жительнице Ленска почти в 30 тысяч рублей. В полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее сын разместил объявление о продаже наушников с помощью приложений Авито и Юла. Через некоторое время с ним связался молодой человек, который сказал, что хочет купить эти наушники. Тогда сын потерпевшей дал потенциальному покупателю номер своей мамы. С ней связался мужчина и попросил продиктовать номер банковской карты, чтобы он смог перевести оплату. Лжепокупатель предупредил, что проведет операцию якобы по безопасной схеме перевода, для которой женщине необходимо назвать коды из смс-сообщений, в которых будет написана процедура установления доступа к банку онлайн. Не прерывая разговор, женщина 3 раза продиктовала ему цифры. Затем лжепокупатель сообщил, что происходит сохранение операции и загружается подтверждение платежа. Он сказал, что у него плохая интернет-связь, и поэтому попросил женщину пока не заходить в приложение онлайн-банк, чтобы проводимая операция не сбилась. Также в ходе разговора мужчина как бы невзначай поинтересовался у потерпевшей, есть ли у нее карты других банков. Вскоре он завершил разговор, а его номер стал недоступен. Вечером женщина попыталась зайти в личный кабинет мобильного банка, но код не подходил. Она позвонила на горячую линию банка и узнала, что с ее банковского счета украли более 26 тысяч рублей.
Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.